Здравствуйте, дорогие друзья! Будем честны, здороваемся мы с вами сейчас во второй раз за день, Здравствуйте. потому что мы только что закончили снимать передачу и, в принципе, И тут размышляли с же, нашей да, и съемочной тут же группой. Возникли съемочная новые группа, вопросы. наши друзья сразу нас засыпали вопросами. Ну, понимаем, что вопрос, который касается непосредственно каждого человека, он волнует каждого человека. Ну, кто не сталкивается на духовном пути с собственным сознанием, пока не поймет, что это сознание не ваше. Это такое дополнение к вашей жизни. Ну, вернее, не к жизни, а к существованию здесь. И это тот страж, который стоит на пути к вашей жизни и свободе. Но это и хороший инструмент, если им пользоваться. Почему? Потому что мы уже говорили, это то, через что мы как личность воспринимаем трехмерность, воспринимаем вообще в целом этот материальный мир. Это важно и нужно. Ну, поэтому мы с Татьяной решили продолжить. Игорь Михайлович, ну вот вопрос, который возник, в принципе, очень довольно-таки интересный вопрос. Да, человек понимает, что вот эти все фантазии навязчивое состояние — это плохо, он от них избавляется. И вот здесь мы встречаем в разных религиях, и в христианстве, и в исламе есть, и очень часто упоминания и в Библии, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и святые отцы говорят о том, что необходимо постоянное памятование о Боге, что нужно свои мысли в размышления о Боге направить. И вот здесь такой момент. Это Парадокс. называется метод замещения. Замещение. Да. А вот такой момент. А как памятовать о том, кто образа не имеет? Вот для этого и создали образ в христианстве. Хотя Иисус, Он как раз был против образов. Он понимал, к чему это ведет. А пророк тут вообще табу наложил на всякие образы. И в исламе говорится о том, что как бы вы Аллаха себе не представили, Аллах на это не похож. Друзья мои, а вот давайте говорить так, как есть, да? Образы, любые образы, они не должны стоять на духовном пути. Почему? Потому что мыслями цепляются. А теперь давайте, вот мы коснулись ислама. Это действительно очень хорошая религия. Может быть, мы еще поговорим и скажем, в чем ее преимущество. И оно действительно очень большое. Ну, для меня лично, для моего понимания этой религии. А что произошло с ней? Победили они образы в ней или нет? Простой вопрос. А не подражают ли люди, беря за пример того же пророка и близких к нему людей, его последователей настоящих, как образ для себя? Ведь одежда, манеры и многое другое, то есть все, что они видели визуально, они начали передавать другим. То есть формировать образ в своей повседневной жизни, но при этом забывая о сути. Вот что страшно. Понимаете, то есть мы навязываем вот образ, как одеваться, как выглядеть, что нам нужно делать. Ведь это образы, это шаблоны. А вот суть, как обрести жизнь, мы упускаем. Вообще, я говорил, поговорим, но давайте я вам задам один вопрос. Если будет вот интересно, может быть, мы его и раскроем, и поговорим с вами, друзья. Скажите, пожалуйста, в чем кардинально отличается ислам от христианства? Хороший вопрос. Хороший. Ну, надеюсь, наши друзья знают на него ответ, напишут нам. Прекрасный интерактив. А мы потом, наверное, Ну, если будет интересно, попросим пожалуйста. вас. Сразу скажу, отличие громаднейшее в духовном плане, подчеркиваю, в духовном. И это огромную роль играет для мира духовного и для каждого последователя, настоящего истинного последователя, которые идут за пророком. Игорь Михайлович, а вот если возвращаться, вот есть такой хадис интересный в исламе, опять-таки, говорят о том, чтобы человек занял себя мыслями об Аллахе, чтобы он делал дуа и так далее, и что таким образом ты можешь стать
на сторону Бога, на сторону Аллаха, и Он уже будет тебя защищать. Если ты правильно будешь это делать, исполнять, то, естественно, ты переходишь на сторону Бога, на сторону самого Аллаха и попадаешь под Его защиту. Это так. Как это воспринимается многими людьми? Если ты ходишь и все время про себя повторяешь определенный набор слов, как мантру, которая для тебя настолько приедается, что уже забывается. Но ты выполняешь соответствующие обряды, которые тебе сказали, надо выполнять. Говоришь те слова, которые тебе сказали. Друзья мои, а давайте честно, вот сейчас к мусульманам обращаюсь, ну честно только, друзья, когда вы совершаете намаз, а какие мысли у вас в голове? А что у вас в душе в это время? Только не врите, не рассказывайте, не возносите себя на те высоты, на которых вы хотели, чтобы вас видели друзья и соседи. Честно. Мне не надо говорить, себе скажите. Я знаю, что у вас в голове. У многих из вас. И вот в этом весь феномен, понимаешь? Что даже повторяя как мантру одно и то же, мы не избавляемся от шайтана. А вообще это практика. Это все равно, что практика была в христианстве Иисусова молитва. Один в один. А здесь зикр. Вот эта здесь практика. зикр, да. Выполняя его, человек получает духовную свободу, обретает жизнь. Это такой длинный путь, серьезный, наполненный настоящей борьбой. Ведь Не правда, всем удается пройти, но тем не менее это хороший путь. интересно, что пророк же Мухаммед, оказывается, что он благодаря тому, что прошел сады зикра, он достиг лотоса крайнего Понимаешь? предела. И вот здесь мы цепляем лотоса крайнего предела. Это тоже очень интересная тема. Я думаю, ей стоит посвятить вообще отдельную передачу, потому что если мы сейчас зацепимся, об остальном мы точно не поговорим, не доведем до логического завершения нашей мысли. Ну, скажу проще. То, что делал пророк, он подошел к лотосу крайнего предела. Друзья мои, чтобы было понятно, из древних времен существовало две практики. Одна практика лотоса и другая круга. Все. Это основные практики, которые, скажем так, через которые очень большое количество людей обрело жизнь и свободу. Никто не исключение. И величайший из людей, пророк Мухаммед, он тоже проходил практику духовную. И много в том же исламе говорится именно о практике. Не молитве, не ритуале, а практика. Да. Духовная практика — это духовная практика. Это практическое применение духовных навыков на пути становления, скажем, человека как личности, а в последующем как ангела. И вот лотосокрайний предел — это переход человека из человека, намеревающегося обрести жизнь, в человека, обретающего жизнь. И здесь четко сказано, и сказано это, и рассказано было самим пророком. И он четко говорил о том, что лотоса крайнего предела. Это говорит о том, что человек выполнял соответствующую духовную практику. Почему? Потому что когда человек идет и выполняет практику круга, там совершенно другое. Опять, если мы сейчас столкнемся, хотя бы простите, немножко, друзья, может быть, про зикр. если мы сейчас зацепимся за практику круга, я понимаю, что возник интерес, мы об этом не рассказывали. Давай следующее передачу. Мы уйдем сейчас опять от того, с чего начали, не раскроем ни одно, ни другое. Практика лотоса, о ней можно говорить вечно. Это практика, которую человек не может постичь до конца, но она ведущая как раз к крайнему пределу, то есть к крайнему пределу человека как претендента на жизнь. Но когда человек обретает жизнь, практика эта продолжается до бесконечности. Опять могут возникать масса вопросов. Я понимаю, ребят. Давайте поговорим Про практику зикр, что самое интересное. Вот вы правильно сказали, что в христианстве есть Иисусова молитва, Конечно. и ведь здесь тоже поминание
имени Бога. А Что как это же молитвенная по-другому? формула, и сразу она тоже и вслух произносилась. А затем уже Любая ты уходишь, практика, чтобы без языка, подчеркиваю, без этого ведь выполнять. были и раньше подобные практики, да? Но если мы берем там зороастризм и другие, то же самое, ничего нового нет. Это своего рода замещение, настраивание и тому подобное. То есть это более длинно. Это, скажем, то же самое, что круг, то же самое, что лотос. Ведь те же самые инструменты, они используются в практике. Для чего человек должен освободиться, настроиться каким-то образом. Он должен вытеснить из себя все нехорошее, оставить только имя Аллаха и хотеть стремиться к Нему, да, пока в нем не зародится любовь. И пока эта любовь не превратится в жизнь. Я так вот просто говорю. Разве Иисусова молитва, она не так же выполняется, как эта практика? То же самое. Да, да. И вот здесь просто И эпитеты. постоянно, главное, что она должна Конечно. выполняться. Иисус Христос воспринимается как Бог, как мир духовный. И вот через Него идется, скажем, к той же жизни. В данном случае через Аллаха, да, то есть суть та же и смысл тот же. Обретение жизни вечной и освобождение от власти сатаны над человеком. Вот что главное. Мне еще очень понравилось, что собрание Зикр называли собранием ангелов. А вот Да. собрание шайтана — это собрание пустословов, пустословие. И человек Человек выбирает. должен выбрать, определиться, в каком собрании он хочет быть. участвовать. И это правильно. И здесь, скажем так, в исламе очень много действительно очень тонких, серьезных вещей от практик. Игорь Михайлович, вот такой вопрос здесь, если говорить про собрание пустословия и тому подобное. Ведь здесь мы касаемся вопроса «казаться, а не быть». Тоже такого. Что И является тоже мотивом? одного из страшнейших грехов. Страшнейший грех. Да, кстати, вот вопрос, а почему деяния на показ, они считаются даже Убийство. большим грехом, чем убийство невинного? Просто человека невинного. Да? Невинного. Хорошо, друзья, это тоже серьезный момент, и многими он просто не понимается. Как убил человека — грех смертный, да, грех. Ты забрал чью-то жизнь, которую вернуть не сможешь. Это худшее, что может сделать человек, казалось бы. Но он может сделать еще более худшее. Когда человек, к примеру, идет в религию, это стоит задуматься всем жрецам на сегодняшний день. Одевает на себя одеяние жреца, ведет за собой массу людей. Это не просто работа. Ведь эти люди, они, извини меня, не шпалы ложат и не колодцы копают. Они пришли служить Господу Богу, значит, они должны сами бороться за жизнь, быть примером, постоянным примером, идти сами к Богу, и тогда за Ним пойдут люди. А когда приходят, как большинство наших жрецов, независимо от какой религии, для того, чтобы иметь власть над людьми, мало шайтана, еще бесята туда же, для того, чтобы просто ничего не делать, физически не работать, сидеть на шее, рассказывать сказки. Ведь удобно, знаешь, взял, начитался, тебя научили, пошел, закончил академию словоблудия и рассказываешь людям сказки, не понимая, что ты несешь и что ты делаешь, кому ты служишь. И за тобой идет масса людей, слушая тебя. И куда они приходят? Туда же, куда и ты, если ты идешь в ад. И вот это страшный грех. И он действительно наказывается по-особому. Я думаю, это тоже тема отдельной передачи. Почему? Потому что об этом говорили пророки во все времена. И это знают многие. И задумывались, почему некоторые жрецы, они особо, я бы так сказал, удручены своим будущим. Хотя из себя корчат святош. Но если глянешь в глаза, особенно люди, которые обладают навыком чувственного восприятия, скажем так, они не экстрасенсы, а люди, которые занимаются духовной свободой. И подходя к некоторым, казалось бы, там, где ты должен увидеть родную душу, ты видишь просто распятого цыпленка, не оперившегося в нем, который уже при жизни испытывает страдания. Почему? Потому что человек
взявший на себя служение Господу, он просто служит сатане и ведя за собой многих в эту бездну. И вот это страшнейший грех. Это действительно так. К сожалению, но это правда. А вот еще, Игорь Михайлович, ведь когда человек Бога не любит, то он, ну как бы, скажем так, корыстно относится к Богу. Он его всегда использует и перекладывает. Знаешь, Тань, вот опять, вот часто звучит: Бога не любит, Бога не уважает, не знает Бога. Не знает Бог. Невозможно не любить Бога. Это, ну это правда невозможно. Если человек хоть раз столкнется с духовным проявлением внутри себя, ну знаешь, без этого ну, жить невозможно. Вот действительно. Просто, к сожалению, очень много людей, да я бы сказал, практически все, за редким исключением, они проживают жизнь, не сталкиваясь с любовью Божией. В сказках, в фантазиях, вот как раз вот этих вот в голове иллюзиях, в надеждах на пустое, ну, не имея опыта. Если человек хоть раз пережил хоть одно мгновение близости с миром духовным, это непередаваемо и незабываемо. Невозможно от этого отказаться. Понимаешь? То есть вот в чем смысл. И здесь ну, выбора, говорят, ну как можно выбирать? Да невозможно выбирать. Между целым и пустотой, по сути. Да, между сутью и вообще ничем. Знаете, ну я бы сказал так, вот представьте, друзья мои, вы находитесь в пустыне, раскаленной, идете дня 3, воды нет, ничего нет. И перед вами выбор: ведро с холодной, чистой водой и пустое ведро без дна. Что вы выберете? Ну, скажем, глупый вопрос, да? Вот это совершенно такой же глупый вопрос, что человек выберет. Жизнь в мире духовном или веками прозябать в субличности, да? То есть, ну что выберет? Ну, конечно, жизнь. Но для того, чтобы человек выбрал, ему нужен опыт, понимаешь? И вот здесь нужно прикладывать усилия, нужно служение. Человек должен этого захотеть, ведь он свободен в выборе. Ведь каждый человек чувствует, что Бог есть и понимает это. Даже те атеисты, которые говорят: да нет, Бога нет, вы мне докажите. Ну это в нем бесы говорят: докажите мне, эгоист, знаешь, первого типа. Кстати, люди, ну мы уже рассказывали, многие знают, те, кто знаком с «АЛЛАТРАой», всего 4 типа людей, понимаете. Кому-то легко дается, кому-то сложно дается, вот духовный контакт именно. Но если человек хоть раз его испытал, вопрос выбора перед ним не стоит. Но сознание работает. Даже когда люди сталкиваются действительно с духовной любовью, ну скажем, по-другому это не назовешь, с проявлениями с мира духовного, вот это вот этот контакт, вот это чувство, то часто сознание становится на дыбы. То есть дьявол настолько ощетинивается на этого человека, что отвлекает, забивает, рассказывает, что это иллюзия, это ты сам себе внушил, знаешь. Ну человек действительно, мы вот с тобой разговаривали вот в прошлых передачах, есть и плацебо, и ноцебо там. Сознание способно выдумать что угодно, создать химические реакции. Человек может на физическом уровне что-то прочувствовать. На физическом, да, я согласен, друзья мои. Но когда ты чувствуешь как личность не только свободу, свободу от сознания, свободу от тела, свободу от этого заведомо мертвого иллюзорного мира, и когда ты чувствуешь настоящую любовь Божью, спутать ее и внушить невозможно. Сатана не способен такое отдать человеку. Такое способен дать только Бог. Поэтому даже те, кому затирает сознание, в душе они все равно стремятся. Они все равно как личность, они тянутся к миру духовному. Единственное, что да, может быть у них слабая позиция, но, возможно, им тяжело. И вот здесь мы опять переходим к 4 типам людей. Да? Как они проявляются, эти типы, на духовном пути? Ну, скажем так, стартовые позиции у всех одинаковые, но все уравновешивается. Но есть сильная личность и есть слабая личность. И вот понятие сильная и слабая личность, вот она как раз и отражает способность человека к более быстрому, ну, скажем, достижению любви Божией. Всего лишь навсего. Но когда зарождается личность, зарождается это личное сознание. И оно всегда, вот стартовая позиция, в принципе, она у всех Всё одинакова, по-честному, все да? по-честному, да. Единственное, что если человек первого типа, это говорит о том, что у него, ну ему крайне сложно. Ну, в «АЛЛАТРе» хорошо это все описано на примерах, на обычных.
для сознания причем, для того, чтобы через сознание человек мог осознать, понять, как этот процесс происходит. Ну, тяжело первому типу перебороть свое сознание. Почему? Потому что поддержка, скажем так, от духовного мира слабее. Меньше света приходит к нему как личность. По сравнению с четвертым типом, да, то есть там, потому что фонарем светят, тем проще, те живут этим. Ну и сознание сильно, которое может это все переворачивать и использовать совершенно в другом направлении. Тоже нелегко, скажем так. Противостоять сильному шайтану. Ведь раз сильна личность, то шайтан дает и беса равного по силе в противовес. Но если четвертый тип становится на духовный путь, то он легко побеждает. Но, знаете, честно говоря, вот исходя из практики, да, это замечательно, когда пробуждаются ангелы, но еще лучше, когда эти ангелы остаются служить миру духовному здесь. Почему? Ну, согласитесь, нам, как человечеству, нужна помощь. И каждому из нас нужна помощь. Каждому хочется опереться на чье-то плечо. И каждому хочется, чтобы его, ну скажем так, в нужную минуту прикрыло чье-то любящее крыло. Правильно, друзья? Вот для этого и нужны здесь ангелы. А когда человек только оперился и уже сбежал, а мы знаем таких, радостно за них, но грустно. А грустно в том, что если каждый будет текать, ну, где ж, друзья, тех, кто будет помогать? Дел-то полно. Поэтому четвертый тип, он такой, знаешь, хороший, но как помощники. Вы говорили, что как и гиги, да? Как и гиги. Как и гиги. Уже на другом краю Вселенной. Совершенно правильно. Быстры. На то, что пути. Вот действительно, мне так запомнилось, как вы когда-то говорили, что, безусловно, этим людям, которые становятся ангелами, им не просто, безусловно, в этом мире оставаться. Но и нужны такие крепкие орешки, которых давит система, потому что мне очень запомнилась фраза, что пока система давит орех, она не чавит виноград. Конечно. И вот это понимание того, что да, безусловно, система прилагает больше усилий для того, чтобы продавить вот этот крепкий орех, вот этих людей, но благодаря этому тех, кто рядом, виноград на них давление, сохранен. правильно, на них давление уменьшается. Да, и чем больше таких людей, и чем больше таких людей остается, легче винограда. тем легче винограда, тем легче людям в этом мире. Конечно. Но крепкими орешками становятся те, друзья мои, кто проходит огонь и воду, борьбу внутри себя, когда его рвет не по-детски, когда он понимает и смотрит в глаза шайтану, и понимает, что шайтан его побеждает сейчас, но он чувствует, что он шайтан. Он понимает, что он стоит перед самим сатаной, но он и понимает, что может его и преодолеть. Даже если он, знаете, как в боксе, в пару раундах упал, ну а в третьем победил. Главная победа. Вот что главное. И как вы говорили, самая прекрасная война, когда ты не в противостоянии, не в мучениях, а именно в любви к миру духовному. Когда через любовь к миру духовному ты побеждаешь, а не мордобои. Невозможно мериться силами с тем, кто обладает силой всей Вселенной. Ну как ты будешь мериться с сатаной? Ну, знаешь, это гордыня. Мы говорили, кстати, вот в прошлой передаче про то, что невозможно победить и образы, и шайтаны, и воображение в плоскости Конечно, сознания. Конечно, Всегда нет. говорили, что любой ропот на вот эти вот условия и скорби, которые в жизни, он только усиливает его. 100%. Ведь Не разговаривай в голове. Друзья, вот приведу простой пример. Давайте представим, есть две чаши весов, да? У тебя есть песок, к примеру, или монетки. Давай монетки, монетки ближе, да? Золотые, ну ладно, пусть будут золотые просят монетки. Да ладно уже, червонцы, ничем. Друзья, просто золотые монетки, знаешь, ну, есть чаша весов и есть золотые монетки. И вот на одной стороне твое духовное спасение, а на другой иллюзия, уводящая тебя в ад. И вот куда ты будешь ложить монетки? Конечно, в духовное спасение. Конечно, в духовное. Все правильно. А если у тебя навязанная мысль, в которую ты
вкладываешь и вкладываешь и вкладываешь, а в духовное не вкладываешь, куда ты попадешь? Какая сторона перетянет? Вот она и чаша весов. Ну вот все очень просто. Чем больше вы вкладываете миллисекунд своей жизни, своего внимания, крошки, в пустую иллюзию, тем меньше вы вкладываете в жизнь. А жизнь — это любовь Божья. Это очень просто. На самом деле, знаешь, самый простой, самый достойный, самый прекрасный, желанный путь — это путь к жизни. Это через любовь Божью человек идет, через контакт с миром духовным. Что может быть лучше, друзья? По-моему, ничего. И пророк говорил, что тот, кто делает практику зикр, постоянно на связи с Богом, отличается от того, кто ее не делает, так же, как живой отличается от мертвого. Мертвого. Человек, даже выполняющий зикр по-настоящему, не бубнящий себе под нос при людях, а по-настоящему от души, он уже в волнах жизни находится. В нем уже зарождается жизнь. Это процесс зарождения. И тот, кто живет подменами, иллюзией, ну, я не знаю, там, самомнением, неважно, где он ходил и что он делал. Да, он мог посетить святые места, получить приставку к своему имени. А внутри-то он мертвый. Так кто отличается? Я скажу проще. Пастух, сидящий высоко в горах, ни с кем не общающийся, кроме Аллаха внутри себя. Или человек, который воздвиг много храмов, много раз ходил вокруг Каабы, но внутри он мертв. Кто лучше? Кому Бог помогает и кого Бог защищает? И вот мы возвращаемся опять к тому же вопросу. Как стать на территорию Бога, чтобы Он защищал Да, тебя. и что значит Бог защищал? Ведь наше потребительское сознание, оно обещает что? Если ты стал на духовный путь, то Бог тебя будет защищать во всех твоих делах. Он будет решать все проблемы с твоим здоровьем, Он будет решать все финансовые проблемы, но обязательно с любовью. Ну а как же? Тебя же должны все любить. И что еще там в списке желаний? Власть. А власть? Интеллектуальное, может быть, доминирование какое-то. Ну, интеллектуально это, знаешь, это учиться надо. Ну да. Да, здесь оно вряд ли. Но в мыслях победить в споре. Да, власть обязательно. Да. Ну-ка, не победы в споре. Знаешь, такое отношение, как джинну к Богу, что Он должен за тебя это все делать. Друзья мои, я вас разочарую. Когда вы становитесь на духовный путь в действительности, и у вас начинается полноценный контакт с миром духовным, когда ты посылаешь любовь, получаешь назад гораздо больше, то вот здесь в действительности Аллах становится на твою защиту от бесов внутри тебя только тогда, когда ты тверд, когда ты уверен и когда ты этого заслужил. Но Он не занимается твоей повседневной жизнью. Господь, Он Господь всего. Он, извините, Он Бог жизни. А убирать в этих конюшнях — это не Его удел. Это заведомо мертвая иллюзия, в которой мы существуем. И что Господь будет за тебя разгребать здесь какие-то твои дела, заботиться о твоем заведомо мертвом теле. Вот, знаете, тем, кто практик, тем, кто действительно достигал духовного спасения, это было известно и понятно. И испокон веков они об этом говорили. Разве не так? И тела их не болели, и в условиях они были не очень, но они всегда были счастливы и рады. Если бы было так, как рассказывает вам шайтан, что Бог вам обязан и Он должен делать, то все достигшие духовной свободы жили бы во дворцах. Ну разве не так? Они были бы царями. Ну разве не так? Ну давай вспомним, как Иисус — это царь царей, да? Как сознание крутило людей. Вот немножко вспомнил, и вот мы Острая сейчас история, Игорь перешли. Михайлович. Ну, Даже она вхождение правдива. Иисуса в Иерусалим. Ведь столько людей так торжественно Его встречали, так царя. ликовали, как царя, как царя. А потом они же Кричали «распни». распни его. 5 да. дней прошло, и Почему люди изменили. так резко все поменялось? Не задумывались? Потому что они ждали Его не как Сына Божьего, они ждали Его не как пророка, который несет им духовное спасение. Они ждали Его
как джина, который решит все их проблемы, который сметет всех, кто их угнетает, и поставит их во власть. И они смогут угнетать тех, кто угнетал их. Смотрите, как у нас работает сознание. Разве не так? Ну, еще они хотели, чтобы он творил чудеса и решал все их проблемы. Избавил от политического гнета. Со здоровьем решил, денег да. дал, властью наделил и тому подобное. Вы правильно сказали, что ведь пророки приходили для большего. Спасти Конечно. всех людей, спасти их от Конечно. вот этого вот Что они невежества, делали? Они от давали злобы. знания. Да. Они привносили сюда элемент жизни. Они показывали каждому человеку, как прийти ему домой, как стать живым. Это наивысшая ценность, которая может быть. И они приходили сюда для того, чтобы спасать нас, друзья, чтобы давать нам жизнь, а не за тем, чтобы, ну тут опять вот за тем, что… А понимание, какое у нас в сознании, что такое жизнь? Жизнь — это хороший дом, хорошая работа, да, хорошее положение в обществе, зарплата. Обстоятельства, которые тебя всегда будут устраивать. Конечно, да. То есть вот смотрите, как нам накрутил шайтан в голове, что такое жизнь. А ведь жизнь, она в этом не заключается. Вот в чем правда. Знаете, я боюсь даже цеплять некоторые темы, потому что шайтан этим может легко манипулировать и изменять ваше понимание, друзья. Хотя они очень правдивые и справедливые темы. То, что мы ценим, оно не имеет никакой ценности в сравнении с вашей жизнью, настоящей жизнью, той жизнью, которая никогда не заканчивается. Вот в чем вопрос. Действительно, Игорь Михайлович, получается, что люди очень жаждут того, чтобы изменились какие-то внешние условия, но не изменились они сами. И вот здесь мне, знаете, вспомнился Франкл, австрийский психиатр. Это для наших зрителей, вы точно прекрасно знаете Франкла. И история, он когда был в концентрационном лагере, он говорил, что побороть отчаяние и помочь тем людям, которые были в отчаявшемся положении, помогало то, что они брали на себя ответственность и меняли отношение к жизни. И они понимали, что имеет значение не то, что они ждут от жизни, как там изменятся не обстоятельства, то, что будет завтра. да, а то, что жизнь в данную секунду ждет от них. Совершенно Каких правильно. поступков она ждет, не просто разговоры какие-то или еще что-то. А конкретные действия. Да, то есть когда Понимание самой ситуации. Если человек возлагал надежду на завтрашний день, что завтра его освободят или завтра его накормят, то наступало завтра очень быстро. И его вера разрушалась, его надежда разваливалась, и эти люди очень быстро гибли. Да, да. А те, кто принимали ситуацию и оставались на своих внутренних убеждениях, вне зависимости от того, что будет завтра, кто не строил планы на завтрашний день, а жили сегодня, вот те выживали. Это простой, хороший пример, кстати. Еще знаете, Игорь Михайлович, ведь когда ты хочешь, чтобы изменился кто-то другой, изменились какие-то внешние обстоятельства, ты хочешь сохранить вот эту внутреннюю константу. Скорее всего, ты не меняешься в эту секунду. Конечно, нет. Ты хочешь, чтобы изменился весь мир, но не ты. А для того, чтобы произошли изменения во всем мире, надо, чтобы изменился ты, мой друг. И вот тогда все поменяется. Также и вот в отношении потребительского формата и созидательного общества. Разве не так? Да, да. Ну, это еще одна такая тема, простите, друзья, мы ее поднимать не будем. Потому что нам придется тогда очень, вернее, не нам, а вам придется очень долго нас слушать. А мы ценим ваше время, потому что мы вас любим и уважаем, друзья. Так что давай, наверное, Татьяна, все остальные вопросы мы отложим на следующую нашу встречу с нашими друзьями. Спасибо вам большое. Вопросов много, за такой и все они интерактив. интересные. Знаешь, честно говоря, приятно общаться с людьми, получать обратную связь, да, понимаешь, что есть те, кому это нужно. Понимаешь, что мир не совсем уж безнадежен этот. И если мы не оплошаем, то все будет хорошо. Давайте, друзья, просто любить друг друга. Спасибо, что были с нами. Спасибо огромное. И спасибо, что с нами остаетесь. Спасибо вам, друзья. И по скрипту. Спасибо, друзья, действительно искренне, от всего сердца. Спасибо, что помогаете тем, кому это необходимо. Спасибо, что остаетесь людьми до конца. Спасибо, что… Да просто спасибо, что вы есть. И что вы стоите на правильной дороге. Спасибо, друзья. Спасибо.